Хәерле көн исәмесез, хөрмәтле коллегалар һәм килгән кунаклар. Без Нәүрүз 8нче халыкара театр форумына багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Дамир Даниловна Натфуллин, Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары, Фәрит Рафкат ишетелми, әйдәгез якынрак куябыз. Дамир Даниловна Натфуллин, Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары, Фәрит Рафкат Бикшәнтәев, Нәүрүз форумының сәнгать җитәкчесе, Илфир Илшат Якупов, Нәүрүз форумының башкарма директоры һәм Гөлшат Низамовна Фаттахова, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының әдәби драматургия бүлеге мөдире. Дамир Данилович, иң беренче булып сүз сезгә, форум хакында берничә сүз. Хәерле көн, мөхтәрәм матбугат конференцияда катнашучылар. Безнең мәдәният өлкәсендәге чаралар кайнап тора. Әле генә сез беләсездер, безнең үтте китапханаларның форумы. Язучылар берлегенең 90 еллыкка багышланган чаралар Мөхәммәдияр исемендәге Төркия әдәбият фестивале дә үтеп китте. Һәм әлеге конференцияда эстафет таягын ала безнең мәдәният өлкәсендә иң зур, иң күркәм чараларның берсе. Ул Нәүрүз фестиваленең фәнни форумы. Аның старты 27 майда булачак. Һәм ул 1 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Уважаемые участники пресс-конференции, мероприятие в сфере культуры находится в активной фазе. Буквально вот только сегодня на днях у нас завершились крупные мероприятия в сфере библиотечного дела. Это Библиоконгресс. Сегодня ведется работа литературный флагман. Казань стала самым читающим регионом. И в связи с этим данные мероприятия были проведены. И сегодня, на сегодняшней пресс-конференции, эстафетную палочку берет за себя театральное искусство республики. 27 мая в Республике Татарстан стартует международный театрально-образовательный форум «Навруз», который проводится 8-й раз. Форум богат на интереснейшие события. В рамках форума пройдут гастроли Малого театра России с участием Ирины Муравьевой, турецких театров из города Анкары, спектакль «Убийство Гонзага» режиссера Фарида Рафкатовича Бекчентаева. Хочется отметить, что в прошлом году, в ноябре месяце, мы были участниками премьеры в Анкаре, когда этот спектакль был показан впервые. Он вызвал большой интерес у турецкого зрителя, и надеемся, что такой же интерес. К тому же этот спектакль будет проходить в рамках Дней Республики Турция в Республике Татарстан, дням которым сегодня уже пресс-конференция состоялась. Для участников форума традиционно будут проведены мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, режиссуре. Действительно, театрально-образовательный форум, он такого уровня у нас в республике, он единственный, и я думаю, он уникальный в своем роде и на территории Российской Федерации. Это действительно коммуникативная работающая площадка, которая помогает повышать мастерство, делать первые шаги нашим мастерам в сфере театрального искусства. Занятия форума пройдут в аудиториях Федерального университета, театрах Галиәскәра Камала, театре Кариева, театре Акият, комплексе Шарык-клуба, доме актера, творческой лаборатории «Угол», литературном музее имени Габдуллы Тукаева, музее театра имени Качалова. То есть мероприятия форума, они обширные и займут не только одну локацию, а будут проходить на территории многих наших известных площадок. Педагогами фестиваля станут ведущие специалисты театрального искусства и менеджмента из России и стран СНГ. О содержании форума, я думаю, наши коллеги еще более детально оповестят. А мы надеемся, что форум пройдет также успешно, на таком же высоком
организационном и содержательном уровне, как это было и ранее. Спасибо большое, Рахмат. Рахмат сізге. Фәрит Рафкатович, сөзні сізге тапшырабыз. Маңа хәтле Анкара театрында 2011 елда Сүнген йолдызлар қойылған енді. Қазір енді сізнің Рион спектакльда менә шул вакытта, чөнки ул беренче мәртәбә Татарстан тамашачысына тәкъдим ителә. Хайырлы көн барыгызга да. Исәнмесез. Минемчә, форум турында Дамир Данилович бик обширный информация бирдегез. Рәхмәт сезгә. Шуңа күрә спектакль турында спектакльне карарга кирәк, аны нәрсә, аның турында сөйләп торырга. Шуңа күрә быел форумның яңалыклары турында минемчә әйтергә кирәк. Быел форумның яңалыгы шунда ки, без беренче мәртәбә музыкаль театр буенча аерым дәресләр алып барылачак. Бу безнең өчен яңалык, чөнки бик яхшы беләбез бөтенебез дә. Музыкаль театр турында күптән инде сүзләр йөри. Кирәкме ул безгә, булырмы ул бездә? Шуңа күрә без уйладык та, менә быел шундый укуларны, бик тәҗрибәле педагогларны чакырттык. Минемчә, бик күп сорауларга җаваплар алырбыз дип уйлыйм. Чөнки минем уйлавымча, музыкаль театр, татар театры гомумән музыкаль. Була әйләндерсәң дә, тегелә әйләндерсәң дә, барыбер безнең төп репертуарыбыз, төп драматургиябыз, ул барыбер корылган музыкага, җырга, биюгә, зәңгәр шәлне алыйкмы, башмагымны алыйкмы, нинди генә әсәрне алсак та, һәм хәзерге менә татар театрларының репертуарларында иң төп орын ала музыкаль һәм менә безнең театрны алсак та, Галиәскәр Камал театрын алсак, репертуарыбызда шактый музыкаль әсәрләр бара. Менә шул яңалыклар, калганнарын минемчә, менә минем коллегалар күбрәк әйтерләр. Чыннан да быел нинди генә авырлыклар булмасын, чыннан да быел үзегез беләсездер. Без теләгән педагогларны бөтенесен дә чакыртып булмый. Бүгенге вазгыять шундый. Шуңа күрә, шуңа да карамастан, без барыбер бик тәҗрибәле, дәрәҗәле педагогларны чакырдык, һәм алар ризалык бирделәр, киләләр. Менә алар турында менә Гөлшат әйтә ала. Шуңа күрә барыгызга да рәхмәт, игътибарыгыз өчен. Аннары сораулар булса, без сорауларга җавап бирергә әзер. Менә шул. Рахмат сізге. Башта Илфир Илшатовичка кыскача гына сүз бирик. Кайсы шәһәрләрдән географиясы хакында онлайн һәм офлайн форматлар бар, кайсында ничә кеше катнаша? Менә кыскача гына. Рахмат бик зур. Мондый чараны игътибарга алганыгыз өчен, Татмедиага һәм инде журналистларга. Чыннан да инде 8-нче форум. Монда безнең 12 секция, 41 педагоглар турында Гөлшат Низамовна әйтеп китәр. Мин әйтеп китәсем килә, монда безнең 200-дән артык катнашучы. Алардан 14 генә быелны онлайн, чөнки күбесенең киләселәре килә Казанга, Казанны күрәселәре һәм инде бигрәк тәген театр сәнгате ул онлайнны бик яратып бетерми. Тере һәм аралашу. Иң күп заявкалар әлбәттә Татарстан, Башкортстаннан, шулай ук Казахстаннан, Смоленск, Нижнекамск, Набережные Челны, Курск, Карелия, Ханты-Мансийский округлардан да бар. Якутиядан да киләләр, Новосибирск, Волжск, Сургут, Рязань. Менә шундый шәһәрләрдән, төрле шәһәрләрдән Рәсәйнең киләләр һәм шулай инде менә әйтеп киттем, Казахстан елдагыча дип әйтер идем, бик актив. Нәүрүз фестиваленә дә алар күп заявкалар җибәрәләр. Без бик аларга игътибарны күбрәк юнәлтәбез һәм күбрәк сарыф итәбез, чөнки алар бик актив. Ул бик шатландыра.
Әлбәттә, менә Дамир Давыдович әйтеп китте, площадкаларны сез күрәсез, без мында аралашу, общение не только внутри форума среди участников и педагогов, но тут еще мы организационно просим другие площадки с нами вместе это организовывать и совместно проводить. Таким образом мы тоже у них вызываем интерес к этой деятельности, можно сказать, потому что действительно, это очень интересно, и общение, и приезжие, и участники видят не только театр Галиаскара Камала, не только комплекс Шары-Кулаба, а другие площадки тоже, и чувствуют и атмосферу, и так далее, так далее. Это тоже вот. И вот Фарид Равкач сказал, что у нас музыкальный театр, но еще один есть. У нас в этом году секция новая, это архив, это вот... Да, музей театра и архив музейной части, архивной части театров тоже на сегодняшний день нужно уделять внимание, потому что это наше как бы будущее, и сохранять для будущего поколения вот эти все моменты театральности театра. Вот как-то коротко. Так, если будут, конечно, вопросы, я на всех их отвечу. А сейчас вот по пультовому Я тогда продолжу по секции музейное дело, архивы там. Эта секция будет проходить в сотрудничестве с Союзом театральных деятелей России, с комиссией по наследию, членом которой является Ильфер Ильшатович. Да, вот, да, вспомните, пожалуйста. Вот, будет руководить ею Родионов Дмитрий Викторович. И там, если брать людей, которые заявились на участие в этой лаборатории, она будет идти 3 дня, то можем еще к нашей географии прибавить Улан-Удэ, Грозный, Москва, Санкт-Петербург. То есть, да, вот такие города тоже присутствуют в нашей географии. Вот. Еще хотелось бы напомнить, что мы сотрудничаем в рамках образовательного форума «Наурус» со школой-студией МХАТ, которая, вот, если кто не видел или кто не знает, выставляется сейчас в фойе театра Камала. И вот Ильфер Ильшатович нажимает. Там тоже идут мастер-классы уже с 27 апреля, и они 1 июня закрывают эту выставку, и вот по выходным там проходили интересные мастер-классы для конструкторов костюмов. Есть такие профессии узкие, и они у нас здесь тоже есть в художественном училище имени Фешина, преподают, учатся студенты именно по театральной постановке. Для них тоже это очень интересный опыт был. И в будущем, к сожалению, школа-студия МХАТ таких специальностей обучает только очно, не заочно, как бы нам вот региональным театрам хотелось. Однако 4 года тому назад мы настояли школу-студии МХАТ и попросили все-таки сделать офлайн-онлайн специальность заведующей постановочной частью. Тоже очень узкая профессия и очень редкая профессия. Их по всей, сказать, России не хватает. Татарстан здесь тоже не может идти впереди, но мы уговорили, и в рамках Науруза в этом году пройдет защита. 2 года вот очно-заочно они отучились в школе-студии МХАТ, слушатели, их 13 штук, и они вот будут защищаться 1 июня. И я также пригласил директоров наших театров, в том числе и те директора, которые принимают участие непосредственно в форуме, могут увидеть и некоторых заведующих постановочной частью с дипломами уже пригласить к себе на работу. Вот на это мы очень акцентируем внимание. Да, если, значит, продолжим разговор о секции работы художественной постановочной части, то в рамках этой секции пройдут мастер-классы и по бутафории, и по документации, которую там нужно, да, заполнять, уметь, по технологии составления там, чертежей и всего прочего. То есть это такая очень узкоспециальная история. И в основном в этой секции работают педагоги школы-студии МХАТ, и да, вот в рамках этого сотрудничества.
Дальше, если пойдем, то у нас менеджмент и пиар тоже достаточно многонаселенная группа участников, там почти 30 человек заявилось, и вот там есть люди, которые хотят принять участие онлайн, и там будут вести разговор и о диджитал проблемах спектакля как такой медиапродукт, и о проблемах авторского права, и вообще там маркетинговых исследованиях, и много всего интересного, и поэтому также вызывает интерес у наших участников. Так, все перечислять секции? Лучше несколько педагогов. Давайте основные. Очень много про педагогов говорилось. Да, ну вот, скажем, если брать актерское мастерство, то в этом году нам пришлось снова открыть 2 группы. Направление одно, группы 2, потому что был очень большой наплыв желающих. Одну из групп будет вести Вениамин Фельштинский. Это профессор кафедры актерского искусства и режиссуры РГСИ, Богатил, Гитмик, вот кто как называет до сих пор. Второе направление будет вести Колотова Наталья. Это второй режиссер и ассистент Льва Додина. Она работает непосредственно в Малом драматическом театре. Вот это 2 таких основных направления, которые вызвали ажиотаж. И мы их раньше всех закрыли, они были раньше всех заполнены. Так, про Муз-театр сказали. Естественно, у нас будет речь, пластика. Речь будет вести Дмитрий Кашмин, вам известный уже. Он был не в первый раз, приезжает не в первый раз в Казань, именно на Науруз, в рамках Науруза ведет свои занятия. Пластику будет вести артистка театра Российской армии и педагог практически всех вузов Мария Шмаевич. Сценографию также вот вылился этот курс в такой, если, скажем, до этого были такие лекционные курсы, да, что можно брать это, можно делать эдак, то сейчас будет работа с материалами, и это будет выход за пределы театральной коробки, буду говорить о пространстве вообще, да, в связи с театром и за пределами театра, и будет ее вести петербургский художник известный Эмиль Капелюш. Вот это об основных. Простите, еще у нас есть театр кукол же. У нас же еще есть театр кукол. И там будет вести работу тоже известный режиссер, педагог, театровед Анна Иванова-Брашинская. И они будут работать над моноспектаклем, который называется «Я и другой». «Я и другой». И все основываются на основной теме, сейчас я всех замучаю, на основной теме нашего Науруза, которая называется «Предлагаемые обстоятельства». Да, вы же помните, что Науруз каждый раз меняет свою тему. В прошлый раз это было время, теперь предлагаемые обстоятельства. Это такая основная, как бы основополагающая доминанта, значение театра. Рахмат сізге, құрметті коллегалар. Вот еще я просто хотел добавить, действительно сегодня вот такое событие, прям и к Наврузу, и к дню рождения Ильфа Ильшатовича, у него завтра день рождения. В ГИТИС выпустил книгу «Особенности национального театрального менеджмента». Вот, с нашими лейблами и по-моему, авторство твое. На сколько процентов? В создании книги участвовали давайте. Управленцы театра имени Камала под предводительством Эльфира Якупова. Соответственно, да, будет презентация этой книги, но это правда, это событие. Эльфир Ильшатовича поздравляем с наступающим днем рождения. И давайте перейдем к вопросам наших коллег. Радиф опоздал, а вопрос сразу задает. Вот Леко Алтарайды бетінде Наурыз түркі фестивалі бет, әйме хам түркілер келмеген еді теге төп программаға кебек. Хәзер Алтара халықара һәм сезнең спектакль уйный. Мен хәзер кеше күп йөри башлады Төркиягә. Сез бардыгыз, Әлиф барды. Мне хәзер бар проблема интерпретации всего этого. Ну вот
Насколько біз түркілештік, на самом деле, по факту? Я не очень бегу бітірмедім сұрауына интерпретация, нерсенің интерпретациясы. Ну, ортақ тілі біз бар біздің ол мәнтігі театраль тілі біз, я есе біз Театраль ЛКД. Әлбәттә. Такой непростой вопрос, потому что у них театр очень сильно, и театральная школа очень сильно отличается. Очень сильно отличается. Даже я не хочу их, ну, как-то. Но действительно, российская школа очень сильная, театральная школа. И в разы просто. И они это сами признают. Они признают. Потому что, ну, в беседах и репетиции это же не только постановка, это же еще какие-то разговоры и очень неожиданные такие какие-то вдруг открытия. Они не знают там того, вот они не знают этого, не знают Михаила Чехова, ну, не знаю, ну, у них какая-то такая своя школа. У них нет такой принципиальной театральной школы. В Турции практикуется в основном кино. У них там так, Стамбул — это кино, Анкара — это дубляж этих фильмов, которые снимаются там. В общем, вот у них так поделено. Вот. А театральная школа, актерская, ну, есть она, но я еще раз говорю, российская школа, ну, она по всему миру, это всему миру известно, что самая сильная театральная актерская школа в России. Вот шунда айырмасы бардыр инде. Айслопа. Да. Рахмат, Айсулу Хафизова для Татаринформа. Вопрос по экспертам. Я готовилась, смотрела на сайте, какие эксперты есть. И вот два вопроса. Один из них, почему, ну, по какому принципу отбирались педагоги вот на нынешний форум. Я поняла, значит, посыл Фарида Рафкатовича, что как бы не все, кого хотим, смогли приехать. И второй вопрос, тоже вытекающий из первого, на самом деле, потому что любой форм образовательной — это результат этого образования. Вот он как-то предусмотрено, ну, измерим ли этот результат? Ну, то есть каким образом вы будете оценивать, эффективно прошло образование или нет? Ну, или не стоит такая цель? Ну, Нет, вопрос очень важный, потому что, с одной стороны, конечно, хочется ответить, нам важен процесс, как бы, а не результат. Мы очень любим это повторять, и особенно люди искусства очень любят это повторять. Но на самом деле ведь так все построено, что форум, потом фестиваль, форум, фестиваль, форум, фестиваль. И на самом деле, например, один форум у нас был посвящен под такой темой театральное действие как ритуал. И он дал свои результаты. Буквально на следующий год на фестиваль привезли несколько спектаклей, которые были действительно построены на ритуале. Это из Башкортостана был очень интересный спектакль «Куаизлер». Он весь был построен на ритуале. Поэтому я считаю, что ну, такого прям выхлопа, я думаю, мы не дождемся, но все равно я думаю, что это работает. Это работает. Он не так ощутим, ну, как бы, да, но... да, Это еще раз просто, мне кажется, эти форумы просто еще раз возвращают в профессию, потому что люди, ну, театральные люди, я не говорю обо всех искусствах, но театральные люди, они очень легко как-то так пускаются в такое свободное плавание и забывают, ну, какие-то такие элементарные даже вещи. И вот эти форумы, он позволяет еще раз все-таки вернуться назад и пересмотреть какие-то вещи. Вот это важно. Но есть и результаты. Вот я как пример один показал. Да, продолжу, Фарид Рафкатович. Действительно, за одну неделю мы никому большого таких знаний не дадим. Форум, он более направлен для того, чтобы показать, что есть вообще на сегодняшний день в театральном мире. Тот же самый вот по постановочную часть, когда я говорил, и говорил вот про школьную студию МХАТ, которая выставка также есть, и есть такие профессии, как конструктор костюмов. То есть об этом многие даже не знают из театральной среды.
И они не знают, где обучаются на них. Есть, к сожалению, есть. И форумы, они существуют больше как информационные. И потом уже уходят. Да, мы тоже видим, Фартовкач видит со стороны творческой составляющей, я вижу со стороны, допустим, администрационной пиар-части других театров, что они что-то подчеркнули, взяли, повторили. Это тоже очень хорошо, это очень тоже классно. То есть форум, он дает, все форумы, не только форум Наурус, все форумы, они дают какое-то направление и знакомят, опять-таки, с теми даже, может быть, забываемые профессии, или что-то мы забыли, а нужно догнать. Почему вот архив мы включили? Потому что есть обеспокоенность, потому что многие театры, к сожалению, история у них пропадает. Даже в Москве есть театры, которые, когда куда-то переезжает, сжигает весь свою историю, афиши и так далее, и так далее. А когда можно это как-то упорядочить. Вы видели, наверное, и знаете, мы выпустили к 110-летию книгу про афиши театра. Там с первой 1906 года афиши до сегодняшнего дня афиши. То есть мы сохранили это. И есть такие форумы. Тут просто познакомить, рассказать и дать направление. А заставить что-то сделать кого-либо или руководителя, естественно, это не в наших силах. Мы обязаны, и форумы обязаны дать направление. Вот. Не, на самом деле, ведь еще приезжает очень много педагогов, которые учатся сами и берут отсюда, например, даже те же тренинги, которые проводим вот здесь, на этом форуме, что-то новое, они видят новые какие-то тренинги, они приезжают к себе, к своим ученикам, в свои институты, в учебные заведения, даже в театрах. Они привозят совершенно какие-то новые формы тренингов, разминок. Есть, хороший вопрос. По поводу гастролей Малого театра и Анкары и Коньи. Вот это случайная тема? Это совпало так, что на форум приезжают именно вот эти? Короче говоря, вот не очень понятно пока. Случайностей не бывает. Случайности не бывает, во-первых. Во-вторых, действительно, с Малым театром мы переговоры вели, чтобы они все-таки вернулись. До пандемии было сотрудничество, потом она как-то ушло. И Юрий Мифович ушел. Да, были вот такие моменты, и мы решили это все возобновить, и возобновить именно во время фестиваля. Но здесь Малый театр еще, он не только в Казани будет, он будет и в Набережных Челнах, и в Альметьевске. Это большие гастроли, в рамках больших гастролей. И также мы сделали так, чтобы они еще, наши участники Науруза, смогли увидеть их. Вот. А дервиши также, у нас генконсульство вышли тоже с предложением пригласить, вот они хотели, и мы подсказали, вот когда тюркских народов этот форум будет проходить, было бы очень интересно и актуально. Инициатива была генконсульства, и мы им предложили вариант именно во время форума, поэтому так получилось. Да, но случайностей не бывает. Конечно. Розиля Мөхәммәтова. Берничә сорау. Нәүрүз фестиваленнән хәзер төрки театрлар сүзе бөтенләйгә төшеп калдымы ул? Форумда Беренче юк иде сорау. аны. Форумда юк. Әле ул форумда гына юк, фестивальдә бармы, шулаймы? Анда икенче сорау. Бу дәресләр түләүлеме? Һәм тагын бер сорау. Гади тамашачы өчен инде булса тамашалар буламы, урамдамы, әллә бу профессионаллар өчен генәме? Әлбәттә, без инде икенче ел ясыйбыз, икенче тапкыр Наурузны форумны ясыйбыз түләүле. Без моңа килдек нәрсәдән? Беренчедән без элек бушка үткәрә идек, әмма сораулар сораштык, катнашучылардан ризамы алар түләргә һәм нинди сумма алар түләргә риза. Без аларны тыңладык, алар ризалаштылар барысы дагын. Һәм түләп булса да киләбез, чөнки безгә кирәк бу диделәр. Шуңа күрә бу беренчедән бу сорауга һәм икенче яганың буш әйбернең кадере юк. Язылалар, килмиләр. Һәм без монда әле удостоверение да бирәбез, повышение квалификации.
һәрбер катнашучыга. Шуңа күрә акча түләсәң, син һәр хәлдә киләчәксең, һәм без беләбез оештыручылар буларак булачаклар алар дәресләрдә. Нифрил Шатович, менә Хәтта только что безнең- хәзер бер генә сорау, ничә сум? Хәтта безнең артистлар түләп керәләр. Әйе. Әйе. Камал театры артистлары да бөтенесе дә. Башта 1 апрельгә кадәр 5000 иде. Аннан соң 1 апрельдән 7000 булды. Бу инде маркетинг шундый. Әлбәттә, менә бу җыйган акчалар катнашучылардан ул капламый барлык чыгымнарны. Бу ничек дип әйтим, символический сумма. Шуның өчен генә тәртипкә салырга. Кешеләрне дә, укучыларны да, үзебезне дә. Халык өчен нәрсә? Халык өчен менә бу спектакльләр барысы да алар сатуда бар. Бик аз билет калды Гонзага үтелүенә балконда һәм дәрвишләргә шулай ук балконда әз генә урыннар калды. Малый театр әлбәттә шулай ук безнең сайтта сатуда, ә булай урамда анда урам чаралары каралмагыз. Ансы фестиваль вакытындадыр инде. Тагын сорауларыгыз булса, рәхим итеп, чөнки безнең бераз гына вакыт калып бара. Все-таки на вопрос, по какому принципу отбирались именно такие эксперты, ответ такой. Ну, да, вот смотрите, у нас, естественно, есть определенный список, в который вошли, как мы любим называть, топ, да, и у нас были люди, которые, например, не смогли в прошлый форум нас посетить, и они, вот получилось, мы их зарезервировали, скажем так, да, на этот форум. И, конечно же, это люди, которые педагоги известные и, как бы это сказать, такие основательные, ну, потому что даже... Ну тут же, да, извини, я перебиваю, те, кто действительно могут чем-то поделиться. Действительно профессионалы своего дела. Вот и все. А вот по поводу востребованности вы еще говорили, да, насколько это важно, там, полезно и все прочее. Вот, скажем, та же Колотова, она будет заниматься системой Станиславского. Ну, казалось бы, да, кому там система Станиславского, да, это такая база. Но вот, между тем, это был такой достаточно хороший, да, спрос. Ферштинский то же самое будет разбирать снова Чехова. И это тоже будет замечательная работа, у него своя уникальная программа, поэтому здесь, ну, как бы уникальность человека, который, ну, уникальность плюс его возможности приезда. А так у нас есть список, по которому мы идем постепенно, то так, то эдак. А художники в этот раз, вы имеете в виду сценографию? Ну вот мастер-класс по сценографии. Дело в том, что Эмиль Борисович сказал, мне, говорит, конечно, хотелось бы, чтобы были художники, но я не принципиально, потому что это может быть режиссер, это может быть актер, это может быть даже, там, я не знаю, работник постановочной части какой-то, который вот так или иначе где-то как-то взаимодействует с пространством, потому что он будет, ну, выходить за пределы коробки. И там у нас есть и там дизайнеры, режиссеры есть художники. Сколько вы хотите сказать? 15. Но я поэтому... Нет, это не только художники, но, например, там, я не знаю, студенты Сергея Геннадьевича, которые занимаются фэшн, у них диплом, они не смогли, а так могли бы еще 14+. Ферштинскому у него 22. И педагоги ограничивают своих как бы количество участников. Это не то, что мы интереса нет записаться, а то, что мы... Ну, многие хотели, да. Да, многие хотели, Ну, мы то есть- закрывали и не давали возможности даже за плату. Потому что здесь речь идет, вот Рузеля сказала, здесь речь идет о профессионалах. То есть, конечно же, среди участников могут оказаться и любители, но это в основном педагоги, там, руководители любительских театров, допустим, да, на режиссуру, вот, которую я не упомянула, и будет Лев Иренбург, художественный руководитель небольшого драматического театра, опять же, из Петербурга. Вот. И у него тоже такая уникальная методика своя. Профессионалы. Тагын бер сорау. Педагоглар кая килгәннәрен белеп, милли театрга килгәннәрен белеп киләләрме? Алайса төрле хәлләрдә булгалыйдыр инде.
Yok bileler. İndi iyelendiler bileler. Ким сұрау, үшін бір тапқыр фраза еді, сіз Ферит абай айттыңыз, татарский актер очень ленивый актер, ничем не интересуется, что-то стоит в углу, курит, на дроге думает. Омен үлкеннер келемі 40 яштан узған актерлар келемі бұл форумға, иренер ин үлкен кіші омен ин деп, самый старый ученик. Ең үлкен кіші 61 яш, аның исемін де айта алам, Энгин. А былай аларның орташа қадір 40. Yok, старше 61 дембейді. Ну, это 40 бен 60 арасында міне шолайраға. Это алар Узбектен үйренділер, или спинали их, типа, давай занимайся после училища. Самостоятельно. Ну, В очереди стояли. я тебе расскажу Запишите, отдельно все. Вешали их, не знаю. Да, нужно тоже сказать, здесь опять-таки интерес постепенно опять-таки появляется. Раньше было такое, что наши артисты не хотели, когда платно увидели, тоже не хотели, не понимали. А потом они почувствовали, что действительно это помогает, и действительно это им самим нужно. Поэтому потихоньку все сами уже просят, сами идут. Мы раньше, может быть, Фарид Рафкатович настаивал некоторым артистам, а сейчас нет. Сейчас у нас мест нет. И даже для наших. И мы говорим, успевайте. Вся информация есть. А потом ол біздің артистларға ғана қойған, ол біттім дүниеде артистлар шолық. Ну, жалко. Они просто медленно думают. Жоқ, не медленно. Ну, ана менен түгіл, ана Петербургта жазған. Ну, несі енді артист. Это репетиция болмаса не ішлейін ол. Бір нәрсе ішлеймін емейді. Нет, Спектакль ойнамаса не ішлейін ол. занимается на форуме. Бақшаға барай. Жоқ, ол міне сен мұнда отырға шайшылы. Мына Айдара бұл яқтан. Бір ішсіз ятмады. Никогда. Түрлісі бар. Естественно, это какое-то общее понятие. Нет, но если говорить, например, о Татарстане, об артистах Татарстана, то у нас представлены все театры Татарстана. И Альметьевск, и Челны, и Нижнекамск, и Тинчуринский, и наши, естественно. Качаловский тоже есть. Есть, да. Есть Качал. Бугульма была до последнего времени. Да-да-да, были из Бугульмы несколько человек, но там у одного как что-то случилось, вроде есть. Бугульма тоже есть, да. И никому не настаивали. Вот хочу на этом сказать, что они сами сейчас Театр уже... Кукалакият тоже есть. Бик рахмет, хөрмәтле коллегалар, шуның белән тәмамлыйк. Хәерле матур уңышлы көннәр һәм форумга уңышлар телибез. Фәрит абый үзе нарывается на ответ.